Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Креативная экономика – это далеко не только про сайты, игры, мобильные приложения, то есть не только то, что мы привыкли называть словом IT. Кино, театр, музыка, архитектура, мода, дизайн и вообще творчество в широком смысле – все это входит в понятие креативных индустрий. По мнению многих экспертов, они обладают огромным потенциалом, который способен увеличить прибыльность других отраслей и дать толчок развитию всей экономики. И сегодня мы в деталях обсудим, как развиваются эти индустрии в нашем макрорегионе с представителями корпорации развития Дальнего Востока. У меня в студии Валерий Гончаров, руководитель направления «Креативная инфраструктура», и Эвелина Якубова, эксперт Департамента развития территории корпорации развития Дальнего Востока. Правильно назвала? Да, добрый вечер. Спасибо. Добрый вечер. Ну, начнем с того, что у нас форум креативных индустрий уже готовится к открытию, который, собственно, вы организуете, да, корпорация развития Дальнего Востока, я имею в виду. И мы, конечно, очень рады принимать этот форум на своей территории, тем более, что Якутия, ну, мы себя считаем очень креативным регионом, и не только мы, да, в 2022 году, в частности, на Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards проекты, представленные Якутией, были признаны лучшими в номинации «Креативный регион». Мы этим очень гордимся. И в целом Якутск считается так, негласной такой IT-столицей Дальнего Востока. Вот. Мы этим очень гордимся. Как вы считаете, что нам надо для того, чтобы официально получить этот статус? Или чего нам еще не хватает? Ну, во-первых, я еще раз бы хотел поблагодарить гостеприимный Якутск, гостеприимную республику Саха, Якутия. Здесь очень хорошая атмосфера, видно, что идет подготовка к форуму. Хочу сказать, что не только корпорация занимается хлопотами, связанными с форумом, но и правительство Якутии оказывает огромную поддержку. И без четкой, ясной позиции, что форум нужен, что креативные индустрии нужны республике, я думаю, что нам было бы очень тяжело это делать. Поэтому здесь можно сказать, что мы работаем сообща, мы соработники. Что касается столицы, то мы должны, наверное, понимать, что на сегодняшний день республика Саха, так как это видится из тех документов, которые мы видим, из тех проектов, о которых мы видим и слышим, сегодня наиболее обеспечена инфраструктурой поддержки креативных индустрий. Это замечательный кластер «Квартал труда», о котором знают все жители Якутска, я думаю, и не И где только. будут проходить основные мероприятия форума? Он станет, да, основной площадкой. Это и инфраструктура, в том числе венчурная, то есть когда предприниматель хотел бы вложиться, либо государство, либо какой-то фонд вкладывается в предпринимателя для того, чтобы получить эффект его роста, создания рабочих мест, налоговых поступлений в экономику. Вот в Якутии на сегодняшний день такая инфраструктура создана, она функционирует, и во многом это, наверное, предопределило те стартовые позиции успешные, на которых сегодня находится республика. И на сегодняшний день можно сказать, что в прошлом году столицей креативных индустрий был Хабаровск. На сегодняшний день, да, в мае этого года Якутск может полноправно называться на время проведения форума столицей креативных индустрий. А как вообще среди Дальнего Востока, да, как развиваются креативные индустрии где? Потому что понятно, что мы знаем, как развивается у нас, мы знаем наши успешные IT-проекты, которые на международный рынок вышли. Мы знаем, что у нас есть своя индустрия кино, мы ее уже, хотя она зародилась не так давно, да, но это вполне себе индустрия, потому что она зарабатывает деньги. Вот. Пока в рамках региона. Вот. Что еще можно выделить по Дальнему Востоку? Кто чем гордится? Но на сегодняшний день мы забыли с вами упомянуть еще о успехе республики в моде. В кожевенном деле, в обработке кожи. Есть интересные примеры, в том числе, которые стали уже вне республики известны, в том числе интернациональные. Если говорить о Дальнем Востоке, Да, то это регион очень
талантливых людей. И на сегодня мы видим успешные проекты в сфере моды, которые развиваются в Приморье, успешные проекты по текстильному производству, нанесению логотипов различной этнической и народной составляющей на изделия, на одежду. Это и Республика Бурятия, это и еврейская автономная область, где успешно работают две фабрики, которые сегодня перевооружаются и активно идут вперед. Но параллельно с этим активно развивается архитектура и урбанистика. Мы хотим, чтобы города Дальнего Востока были комфортными, были удобными для жителей, и чтобы каждый житель осуществлял в том числе вклад креативных индустрий, а именно проектировщиков, архитекторов, людей, которые занимаются проектами благоустройства пространств, это парки, скверы, чтобы они были красивыми, они радовали глаз, и они были гармоничными, чтобы люди понимали, что их слышат, и парк именно такой, какой они его видят, какой они хотят, и какой они любят, как свою малую родину, большую родину. Мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос моим гостям можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить нам текстовое сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. А какие направления креативных индустрий вот, наиболее перспективные? То есть мы говорим об успешных примерах, а вот какие вы считаете перспективными? Это одно и то же или нет? Вот именно для Дальнего Востока? Или это как в целом по стране? Вообще, есть ли в чем-то отличие вот, в этом смысле, да, какая-то дальневосточная специфика? Понятно, что у Якутии есть своя национальная специфика, у Республики Бурятия есть своя национальная специфика, но вот если говорить о дальневосточной специфике. Эвелина? Конечно. Ну, как сказала Валерия, у каждого региона есть какая-то своя приоритизация. Допустим, в Приморье это мода, это гастрономия, в Якутии это кино, геймдев. Но при этом самое важное из этого всего, что сейчас креативная экономика объединяется в такой макрорегион. То есть действительно Бурятия, Якутия, они кооперируются в части кино. У нас есть Дальневосточная кинокомиссия при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. И в этом, наверное, и есть основной потенциал для роста. То есть регионы кооперируются и образуют в общем, возможности для большего развития. Ну, я бы сказал еще, что Дальний Восток очень гармоничный регион, где разные культуры, разные видения мира, разное мироощущение соседствуют, добрососедствуют. И есть такое понятие эрозия творчества, то есть когда человек уезжает из привычной среды, да, где он, допустим, имел доступ к каким-то памятникам, местам силы, каким-то народным промыслам, он уезжает и теряет это. Вот как раз на Дальнем Востоке удалось органично это сохранить. И здесь мы не только Бурятию и Якутию можем вспомнить, но мы еще должны вспомнить Чукотский автономный округ, который тоже часть Дальневосточного федерального округа, где тоже есть и народный промысел, активно развивается, и развиваются и местные культуры, искусства. Вот Дальний Восток уникален, и мы не можем, наверное, на карте нашей необъятной страны найти более уникальный регион, где культуры продолжают сосуществовать, тысячелетние культуры, и делиться мудростью с творческими людьми, чтобы они создавали новый продукт, да, то есть новые продукты. Ведь креативная экономика — это экономика творчества. И ее плюс — это добавочная стоимость. Если для того, чтобы получить добавочную стоимость при производстве каких-либо изделий, нужен упорный труд, нужны материалы, нужны энергоресурсы, то креативная экономика творческая, она позволяет создавать добавочную стоимость достаточно большую, да, к тем продуктам, которые делаются, ну, условно, в офисном помещении. Я имею в виду разработка игр, да, она происходит. Поэтому нашим телезрителям тоже, если у них есть большое желание попробовать себя в этих творческих индустриях, я думаю, что это не для избранных, а для тех, кто искренне любит свою малую родину, для тех, кто искренне хочет заниматься в том числе и бизнесом, создавая рабочие места на своей малой родине и, ну, как мы все, платя налоги в бюджет своей малой родины и в федерации.
Мгм. Но если вот действительно мы раньше, говоря о креативной экономике, имели в виду в основном IT, да, мобильное приложение, геймдев, то, что делается, не выходя из офиса, как вы говорите, сейчас как бы уже вспоминают про то, что традиционные, те же народные промыслы, это, собственно, тоже креативная индустрия, только задача сделать из нее индустрию, да, то есть, чтобы появилось слово экономика. Совершенно верно. Вот. И здесь важно отметить, что экономика, как и индустрия, мы все уже перешли от понятий народных промыслов уже к экономике, к индустрии, это тоже важно. Мы тоже хотим, чтобы в нашей голове, в нашей ментальности мы тоже переходили к понятию, экономическим понятиям. Потому что мы видим, и говорит об этом статистика, в том числе общемировая, что рынок, то есть место, где продаются данные изделия, он растет во всем мире. В странах БРИКС, странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Рядом находится у нас наш сосед и партнер Китайская Народная Республика. И там есть четко сформированный рынок, потребитель, который готов платить, да, за это. И было бы неправильным не воспользоваться и не дать, ну, в том числе, не будем скрывать, молодым предпринимателям, нашей молодежи реализовать себя в республике Саха, в республике Бурятия, в Хабаровском крае, в Амурской области. Поэтому здесь в том числе креативная экономика – это место притяжения молодых талантов, и это то, что позволяет бросать им якорь и на своей малой родине и делать ее популярной и известной во всем мире. Мгм. Что влияет на развитие вообще вот креативной отрасли экономики, креативных индустрий в стране? Потому что ну, у нас много даже слышим тоже критики, в том числе, да, что вот говорим все про креативную экономику, все поддерживаем, а тем не менее выхлоп там вообще небольшой. То есть вот цель в 6% ВВП к 30 году. Ну, как-то это не кажется, что это слишком мало, особенно с учетом всех затрат и ресурсов? Ну, хороши не большие бюджеты, а те бюджеты, которые исполняются. Поэтому здесь в данном случае хороши не 6, 10, 20%, а та реальная ситуация, которая на сегодняшний день есть. И она говорит нам о том, что 6% достичь в состоянии наша страна. И более того, у нас есть еще временной период, да, то есть, который позволит нам прийти к этим 6%. 5 лет. Да, но здесь вы правы, что если мы говорим именно об экономических реалиях, то здесь мы говорим о фабриках, вот как «Квартал труда», где трудятся представители креативных индустрий, творческих. Мы говорим о капиталах, которые там находятся. Мы говорим о мерах поддержки региональных, федеральных, которые позволяют развиваться и дают определенную, снижают нагрузку на предпринимателя, давая им возможность там 2-3 года нарастить объемы, силы и что-то сделать. Потому что, если мы знаем, то годовое производство анимации, оно в минутах, оно не в часах, не в днях, не в годах. Ну, Это мы очень точно знаем, мы сами делаем да, сложный анимацию. труд, тем более, И да, это- тем более вы знаете об этом экспертно. И это очень кропотливый труд, но этот труд окупается сторицей. Мы знаем примеры из Хабаровского края, где анимационные проекты активно идут на экспорт. Делаются продукты, ну, такие как рюкзачки, пеналы с героями этих мультипликационных фильмов. Я знаю, и в Якутии тоже есть успешные проекты, которые уже реализованы также. Не знаю, насколько Ну, они экспортные. экономически пока... Экономически мы можем их оценить, первое, мы должны их оценивать не только экономически с точки зрения роста самих бизнесов, но мы должны оценивать в том числе вклад в регион. Я уже упоминал о рабочих местах, которые создаются, и эти рабочие места, они интересны молодежи, потому что рабочие места такие, как там дизайнер, допустим, разработчик игр, тестировщик игр, они именно относятся к креативным индустриям. А молодежь хочет быть дизайнерами, тестировщиками. Но даже если мы говорим о таких, скажем так, более понятных нам вещах, как архитектура и проектирование, то там тоже, да, то есть определенные
требования к архитектурному облику, есть желание реализовать амбициозные проекты на Дальнем Востоке. И я скажу так, что на сегодняшний день Министерство развития Дальнего Востока, прежде всего, и каждый губернатор хотел бы, чтобы в его регионе был реализован хороший, интересный архитектурный проект, который будет точкой притяжения для туристов. Про это тоже нельзя забывать, потому что креативные индустрии родились из туризма. То есть из развития туристической отрасли, это галереи, это различные варианты отдыха вне города, модное слово глэмпинг. Я думаю, нашим зрителям известно понятие там база отдыха, да, то есть, да, заменяем, но у нас есть и свои слова. Поэтому, да, с одной стороны, есть понятие инвестиций, в том числе государственных, в том числе инвестиции в рамках территории опережающего развития, которые существуют на Дальнем Востоке. Но с другой стороны, ну, понятно, что эти инвестиции, они делаются не закрыв глаза, что за ними стоят определенные экономические расчеты, да, по росту выручки, по росту рабочих мест, по росту внутреннего валового продукта в каждом субъекте. И все эти показатели у нас, конечно же, идут в зачет валового внутреннего продукта страны. И, к сожалению, мы не можем считать их в определенный час или в определенный день. То есть статистика и цифра вещь упрямая, и мы получаем данные, ну, скажем так, с опозданием на год. Да? Но даже эти данные свидетельствуют, что, да, есть индустрии-лидеры, опорные индустрии мы их называем, и эти индустрии как раз дают наибольшую выручку в сегменте креативной. Но есть индустрии догоняющие, да, то есть те индустрии, которые мы понимаем, что народные художественные промыслы 6% ВВП нам не сделают. Но модная индустрия, которая сегодня поменялась, когда человек может дома сделать эскиз вещи, дизайнер может ему удаленно эту вещь сделать электронную выкройку, отправить ее на фабрику. Фабрика ее может отпечатать. Сегодняшние машинки по производству там, футболок за 20 секунд делают одну футболку, отпечатать партию, дальше передать ее в fulfillment организацию, то есть организацию, которая осуществляет доставку до потребителя, до склада, и потом со склада просто продать через известные маркетплейсы. Поэтому это история, которая происходит дома, но все равно воспринимать креативную индустрию как людей, лежащих под пальмами и получающих сумасшедшие деньги, нельзя, потому что все равно люди, которые занимаются этим как бизнесом, они понимают технологии моды. Допустим, если мы берем модную индустрию, если мы берем ювелирную индустрию, то они тоже понимают технологию обработки, технологию, они анализируют рынки, они продают на эти рынки эти продукты. Но единственная проблема, которую в том числе призван решить наш форум, это вопрос реинвестирования той прибыли, которую получают субъекты креативных индустрий. Потому что, да, выручки растут, но нам бы хотелось, чтобы они задумывались о будущем и реинвестировали в расширение, в поиск новых рынков, в штатные единицы, удерживая высококлассных специалистов. И вот как раз недаром форум был назван от творчества к экономике. Мы хотели бы, чтобы креативные индустрии у нас уже становились индустриями, индустриями в полном смысле этого слова. Да, чтобы они понимали, что есть и государственные меры поддержки, региональные, но есть еще и банковский сектор, да, то есть, который долговой сектор в том числе, да, то есть заемное плечо. Есть цифровые финансовые активы, которые сегодня становятся популярнее. Есть другие способы инвестирования в бизнес, да, которые позволяют успешно развиваться. Не накладывая это все на плечи субъекта либо государства. Ну вот давайте более подробно поговорим про варианты поддержки от государства. Давайте. Какие возможности существуют сегодня, как ими воспользоваться? На сегодняшний день у нас существуют, как вы говорите, как мы здесь все уже озвучивали, федеральные и региональные меры поддержки. Находятся они в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации. И на сегодняшний день они
а, совершенствуются со стороны государства, но регион предлагает и свои меры. Понимая, что это индустрия опорная, я еще не видел ни одного субъекта Дальнего Востока, который бы не пошел бы на поддержку тех предпринимателей, которые показывают хороший финансовый результат. Поэтому мы можем разграничить на федеральные и региональные меры поддержки. Сведения о региональных мерах поддержки всегда можно получить в городе Якутск в квартале труда. И они активно всегда, его директор Наталья Нарушевич всегда активно консультирует. Это прежде всего резидентство в кластере, да, это иные меры поддержки тем, кто осуществляет свою деятельность на территории кластера. Ну и есть те меры поддержки, которые благодаря Минвостоку, Министерству развития Дальнего Востока, Корпорации развития Дальнего Востока на сегодняшний день существуют. Это территория опережающего развития. Да, конечно. И эти, Это и налоговые льготы, да, это и- достаточно перспективная мера поддержки, но она в том числе требует ответственности от того, кто ее получает. А вот, кстати, вы упомянули ювелирную отрасль. У нас Да. она традиционно развита. Мы ей Я поэтому упомянул. Мы ей гордимся, да. Вот. Что вот насчет, например, телевидения? То есть мы считаем, да, что мы вполне себе тоже часть креативной индустрии, потому что мы непрерывно производим контент. Можем мы так говорить или нет? Ну, перечень креативных индустрий утвержден, и такой креативной индустрии, как телевидение, напрямую там нет, но есть у нас медиа, да, то есть я бы все-таки причислял, да, телевизионную картинку к медиа. Более того, я знаю, что вы транслируетесь в разных форматах, на разных платформах, и потребитель может получить вас из телефона, с домашнего телевизора, где есть возможности там смарт-ТВ, и может через получить мобильное приложение? Да, через мобильные приложения, вот, детский канал, это очень здорово. И тот контент, который выходит на языке, в якутском языке, вот и в Бурятии есть схожие примеры, на бурятском языке. И здесь я хочу сказать, что телевидение я бы относил к медиа, если Евелина не возражает. И на сегодняшний день, если говорить о мерах поддержки, да, то, на мой взгляд, эффективная мера поддержки – это региональные конкурсы, которые проводит Институт развития интернета на медиаконтент. Это очень хорошая история, и мы бы хотели, чтобы дальневосточников стало больше среди участников, чтобы больше компаний проходили через предварительную экспертизу кинокомиссий субъектных, чтобы качество заявок у нас было соответствующим. Потому что на сегодняшний день у нас есть диспропорция в наших желаниях себя показать, и все-таки есть понятие формализации своих желаний, а это именно подготовка документации, это финансовые модели, это финансовое обоснование проекта. Мы не будем скрывать, что да, хорошо, что если есть огонь в глазах, но если нет финансирования, проектного финансирования, очень тяжело долго оставаться с горящими глазами. Ну вот как раз задача, получается, это срастить экономику и творчество, да? Вот она вообще посильная? Задача дать возможность формализовать творчество в рамках экономики. Мы когда обсуждали в понедельник в студии как раз форум, в том числе с его участниками, там такие два мнения возникло, да? Один участник, это аниматор, от которого, ну, успешный аниматор из Якутии, которого там работы отмечали и Дисней там, и так далее, с ММА он долго сотрудничал. Вот. Он считает, что нужно сначала делать мировой продукт там, соответственно, ну, на английском, допустим, языке, значит, сначала завоевывать мировой рынок, а потом уже двигать национальную культуру, например. Вот. Скажем, кино у нас идет по другой модели, да, мы свой рынок насытили, и теперь думаем о том, как выйти за пределы. Вот как вам кажется, какой подход наиболее перспективный или оба имеют место быть? Знаете, я здесь приведу, может быть, коллеги, которые посмотрят трансляцию, скажем так, не ожидают, что я приведу этот пример, но с моим руководителем, с директором департамента, с исполняющим обязанности директора департамента развития территории Завалиным Вячеславом, у нас была дискуссия по поводу
местных газет. Нужны ли они или не нужны. И он очень достаточно интересную мысль подчеркнул. Он подчеркнул, что чтобы родился журналист уровня страны, нужны местные газеты. Потому что именно там он ставит перо, именно через эти местные газеты он проходит. Если мы уберем пласт местных телекомпаний, субъектных, региональных, да, и сконцентрируемся на каком-то мировом супер-супер продукте, то я думаю, что мы не получим тех людей, которые сейчас сидят за монитором и обеспечивают эту трансляцию, которые выезжают на места съемок и делают репортажи. И говорить о том, что вот надо сделать, сконцентрироваться, сделать мировой продукт, тем более учитывая геополитическую ситуацию, да, то есть мы можем говорить, что нам сейчас немножко везет, что у нас есть доступ к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона, где растет потребление, где люди уже могут потреблять что-то большее, чем ту пирамиду потребностей, которые они потребляли ранее. Они потребляют действительно товары креативных индустрий. Среди них это кино, телевидение, медиа, продукты. Но мы-то с вами понимаем, что у нас в том числе цели есть и государственные определенные. Если мы забудем о тех, кто хотел бы развиваться здесь, и вот, допустим, инфраструктура вашего телеканала и с детским ТВ, там, и ваши планы по новинкам, ну, вы о них сами расскажете потом, вот, они сделают так, что придет молодежь, и, возможно, эта молодежь, используя старты, которые здесь получат, откроет наши новые RT и перейдет к мировой повестке. И поэтому, на мой взгляд, мы должны поддержать то, что есть доступно людям, и сделать так, чтобы из этого выросло то, что мы называем мирового уровня. Да? И этому ничего не мешает. И Якутия, кстати, это показывает каждый год практически. Ну, то есть вы за последовательный такой рост, прохождение по ступенькам? Я не за красных, не за белых. Я за то, чтобы мы давали нашей молодежи шанс. Шанс вырасти там, где она хочет расти. Но, к сожалению, я понимаю критику, и эту критику я слышу, в том числе от депутатов. И в том числе я слышу ее вот в общении там с коллегами, скажем так, старшими коллегами. Они говорят, что вот раньше, да, было инженерное образование, раньше были предприятия, туда шла молодежь. Но, к сожалению, мы должны уяснить, да, что мир поменялся. И сегодня виртуализация, да, то есть центр обработки данных, виртуальные среды, платформы. Есть такая известная книга «Капитализм платформ». Они определяют будущее. К сожалению, нравится нам это, не нравится, мы должны это принять. И не лишать нашу молодежь шанса именно реализовать себя там. Эвелина, а у вас мнение есть по этому самом поводу? деле Или вы полностью согласны со своим коллегой? Я и согласна. Мне даже пример, наверное, тоже есть, как у Валерия. У нас есть коллега, который работает во Владивостоке, но он переехал во Владивосток из другого региона, из Республики Бурятия, это Аюна Саринджабова. И у них внутри республики развит определенный бренд одежды, они его все носят. И вот она несколько раз приезжала в московский наш офис в этом бренде, в футболках, в кофтах, с сумками. И она настолько заразила нас этим, что у нас половина офиса ходит в бурятских брендах. И это к тому, что внутри региона это развилось, это укрепилось, и это вышло за пределы региона. Но точка А была внутри региона, что они сами поддержали этот бренд, они сами стали его носить, и им гордиться. Ну, это вот эффект якутского кино, за который зритель начал голосовать рублем, в общем, благодаря чему это и получилось. Ну, да. Форум уже проходит в 3-й раз. Вот в чем его отличие от предыдущих форумов, да, и какие-то, наверное, есть итоги, результаты предыдущих форумов, которые можно было подвести, там, ну, не все перечислять, да, но вот благодаря нашему форуму то-то, то-то, то-то уже. Ну, давайте мы в будущее смотреть. Да, то есть те итоги, которые были по итогам по окончанию форума в Хабаровске, они легли в основы макрорегиональных стратегических документов, они легли в основу той выборки, да, которая делалась, тех мер точечных поддержки, которые были.
Вот это все история прошедшего форума. Что касается будущего форума, до него осталось несколько дней, я бы сказал, даже в часах мы считаем. Вот, то здесь, конечно же, при всем внимании Министерства развития Дальнего Востока, при всем внимании правительства Республики Саха, я здесь не как-то хочу просто коллег еще раз обозначить, что действительно это так. Ну, то есть ко всем нуждам относятся очень внимательно. Я хочу сказать, что в форум заложены четкие финансовые показатели. И я думаю, что мои коллеги, старшие товарищи, чуть позже эти финансовые показатели самостоятельно озвучат. Но скажу, что задача форума именно показать, перейти от творчества к экономике и показать объем привлеченных инвестиций в эту сферу, созданы рабочие места, объем предпринимателей, которые получили поддержку, у которых получилось. И я думаю, что в ближайшие дни из средств массовой информации, из медиа, жители Республики Саха и жители Якутска узнают, и я думаю, у них будет не один повод для гордости, так как и жители Республики Бурятии, Чукотки, Хабаровска, Амурской области, Приморского края. Забайкалье все время забываю. Забайкалье, да. Одна из целей форума, это понятно, чтобы нас как-то срастить, да, и чтобы мы обменялись с другими регионами опытом в том, в чем успешны там те или другие, да. Вторая, я так понимаю, главная цель, ну вот, которую вы сейчас говорили, как раз об инвестициях. Я правильно понимаю, что по каждому направлению, по каждой сессии там приглашены потенциальные инвесторы? Вот вопрос потенциальности инвестора это вопрос ситуативный. Мы же подошли по-другому, и наши руководители, и я хотел бы отметить Гасан Джафаровича Гасанбалаева, исполнительного директора по социальному развитию корпорации. Они ставили цель не ситуативно пригласить инвесторов и что-то там друг другу наобещать, а структурировать это в рамках понятных сторонам соглашений, проработать эти соглашения со сторонами и выйти уже на конкретные договоренности, где будет обозначен срок, условия, где будет обозначена цифра тех инвестиций, которые приходят. Ведь вопрос не в том, что нет инвесторов или они есть. Вопрос в том, что ты презентуешь инвестору. И здесь как раз форум в Якутске, он призван научить, да, то есть правильно презентовывать инвестору то, что мы хотим ему показать, потому что показать есть много что, в том числе, я еще раз подчеркну, и в гостеприимном Якутске. Ну, то есть то, о чем говорят, что мы умеем делать и придумывать, но пока не научились это упаковывать. Да, вот это то, что называется упаковка. Давайте в экономику. Да. Давайте мы все-таки здесь капитализация. Да? Но упаковать я имею в виду да, капитализировать эту сферу. Ну, не научились, а идем к этому. И поэтому среди участников, если мы посмотрим, там есть и представители крупных банков, там есть и представители крупных компаний, которые занимаются инвестициями. Есть представители компаний, которые занимаются инвестициями на вторичном рынке. Это биржевой рынок, в том числе рынок цифровых финансовых активов. И для нас это новый опыт, и для креативщиков тоже новый опыт. Ну и классный шанс. Но и хороший шанс просто подумать и посмотреть на эту историю по-взрослому. И здесь мы видим, когда предприниматели ответственные по-взрослому смотрят на эту историю. И тогда мы понимаем, что мы должны с ними работать в первую очередь. Мы видим предпринимателей, которые, может быть, не совсем получают достаточно информации и не могут еще принять решение. Вот как раз форум даст им эту информацию. Да, то есть мы видим предпринимателей, которых мы не будем скрывать, да, то есть рынок креативных индустрий, он ситуативный рынок. То есть если рынок растет, осуществляется продажа, выпускается продукция, рынок падает, человек уходит с этого рынка, и мы не можем его в этом обвинять, потому что он бизнесмен, он понимает. И вот как раз форум, вы здесь правы, показывает не только вопросы, связанные с государственной поддержкой региональной, он показывает еще вопросы, как сделать так, чтобы к тебе пришел инвестор, чтобы ты был интересен инвестору,
И я не закладываю какой-то скабрезный смысл в эти слова, а именно финансовую модель, именно правильную самопрезентацию, которая не в формате слайдов, а в формате структурированных документов, которые приняты сегодня в сфере инвестирования. Спасибо вам огромное. Время у нас подошло к концу. Успехов форуму. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.